как долго вы учили тувинский язык? Ну, Вот вы же все равно выросли в Америке, же у вас менталитет Да, американский менталитет. А как вы к тувинской культуре привыкли? ну вот понимаете, американцы это тоже, ну особенно там евроамериканцы, да, вот они одноязычные. А у меня тоже, не знаю, там никогда не было возможности учиться другим языкам. И потом, когда появилась возможность, я научился латинский язык, вот по ведению моей бабушки. Никто не говорит. Потом я только узнал, что человек может учить другие языки, как живой, как вот способ, да, вот разговора там. Приехавший в Россию, в Туву, там это я сам учился русский язык перед приездом в Туву. А понимаете, я приготовил русский язык, потому что ну, мне все-таки надо было доехать, учиться тувинский, особенно в то время, вот когда интернета не было. Ну, интернет только что начался, возможностей мало было. Узнал, когда я приехал в Туву, если я хочу там разговаривать с людьми в количестве более одного, то есть если вдвоем, ладно, можно с кем-то по-русски разговаривать, а если там группа людей, все будут по-тувински. Мне пришлось, ну, у меня желание тоже очень сильное было, сильное желание, я такой разговорчивый, люблю языки в общем, и поэтому сразу там начал спросить, олчил, вот как это говорится по-тувински, и через 3 месяца я уже перешел с русского на тувинский, то есть вот тувинский для меня было уже легче, там, я уже усваивал вот на таком уровне. Потом после первого года я уже считал, что я хорошо знал тувинский. И потом, это из-за любви, из-за уважения, из-за нужды. То же самое хлеб надо купить, с людьми надо дружиться. Это вначале там выживание, да. Потом уже узнаешь. Я тоже как бы очень влюбился в тувинский язык, когда я начал читать тувинский эпос, вот тувинские греческие сказки, тоже мне было очень интересно, как человек, который изучал Гомер, там изучал вот греческий эпос, там латинский, вот, римские эпосы, ритм, мелодия и там, конечно, слова, там мне очень хорошо было, и поэтому с самого начала с помощью сказок тоже я приобрел как бы хороший запас слов, вот те слова, которые сейчас вот уже забываются у народа, у общего народа. И поэтому вот народ в Туве, это есть много факторов, уважают из-за владения, да, вот без акцента, там, из-за уважения, то есть это знают, что я уважаю язык и культуру, и вот все предметы, которые лежат вот сзади вот культуры, как бы все факторы, все вот и быт там, и все вот в одном. И я тоже знаю, что это для вот малого народа, это когда человек приезжает из якобы там большого государства, там это наоборот вот страна, куда все хотят, когда этот человек приезжает сюда, живет, усваивает язык там, на сцене там я очень часто работаю вот ведущим в Туве, вот, наверное, там вот в концертах там, конкурсы всякие, это даже мероприятия, там иногда свадьбы даже Тамадой еще работает? Да, тамадой иногда, только иногда, нет, это очень редкий случай, но бывает, люди спрашивают, обязательно вы, и поэтому, да, это, не знаю, язык, это, конечно, это особенно важный вопрос здесь, в Сибири, здесь, где вот и в Хакасии, и в Туве, и в Алтае, в Бурятии, это мы все это прекрасно понимаем. Можно спросить, сколько языков вы знаете? Вот можете говорить свободно, как бы без проблем. Свободно без проблем, это русский, тувинский, английский, то есть это там никаких там это препятствий, там это я могу свободно говорить даже на хорошем уровне, хотя, конечно, считаю, у меня русский хуже, чем тувинский. А потом я испанский тоже хорошо знаю, испанский, пытаюсь там по-монголски, не знаю, на разговорном уровне, китайский, японский тоже учусь, не знаю, иногда у меня китайский лучше, у меня японский лучше иногда,
Ну, вот Вы я продолжаете изучать языки сейчас? Конечно, получается? конечно. Да, да. О, это язык, Ну, это это, здорово, очень здорово. да, это очень хорошее там не только развлечение, а просто понимаете, тем больше языков знаешь, чем шире там твое мировоззрение, то вот можно адаптировать, можно решать любую проблему. То есть получается, что вы сторонник того, что человек должен знать много языков и погружаться в эту культуру и в каждый 100%. язык. Да, да, да. Вообще Это, очень здорово. но это вы понимаете, чтобы я на данный момент даже сейчас свой родной язык учу, то есть работаю тоже преподавателем, и будучи преподавателем, это человек понимает, что освоение языка это не только там приобретение вот словарный запас, даже не произношение, это все там включается и образ, и культура, и поведение, и это у каждого языка есть свои черты, да, вот есть свои особенности, это мне очень нравится, у каждого народа, и именно это вот, эти особенности, они же делают, народ делает идентификации, там, я хакас, я тувинец, я казлас, я кто, потому что у меня есть свой говор, свой язык, свой диалект, свои выражения, это мне очень нравится. У меня тогда возникает следующий вопрос. Скажите, а как вы детей своих обучаете? Скольки языкам? Вот как вы договорились? У вас же жена тувинка, по-моему? Да, жена тувинка, и она тоже, ну, тувинский язык, это ее первый язык, она не городская, то есть она выросла вот на Чабанской стоянке. А детей, я уверен, что дети, они сразу могут на 2, на 3 языках. То есть можно детей обучать нескольким языкам сразу? Обязательно, да. Это они, дети, они же умные, они гении, там у нас дети. И на самом деле, да, не надо там процесс остановить, не надо замедлить процесс. Пусть они вот с самого начала. Ладно, потом иногда забывается какая-то грамматика, что-то забывается, но они легко всегда вспоминают. Ну, например, у нас дома мои дети в основном по-английски разговаривают. С мамой по-тувински, со мной по-английски. А во время пандемии, да, вот мы не вышли из дома вот 4-5 месяцев, и они русский язык почти забыл. Тувинский, английский нормально, просто русский. Ну, там общения нет. Обычно в школе, там в садике, конечно, есть общение. А дома только тувинский и английский, и поэтому... А интересно, вот они с вами, ну, понятно, что, наверное, вот английский язык, они говорят, но акцент есть вот английский язык на тувинский, допустим, как это вы да, вот ставите язык? Есть, конечно, так? там, ну, это смесь, там, помесь, да, вот, слов разных языков. Ну, например, там это вообще прям в одном предложении тувинский, русский, английские слова бывают. Мама, he's mishitaring me, you know, like, you know. Да, и это, ну, там грамматика иногда у них неправильная грамматика, особенно насчет нерегулярных там слов, глаголов, там, но в основном нормально там у них. Русский, вот даже самая младшая дочка, вот она нашла вот подругу, она русская, но тоже сам папа русский, мама тувинка, она тоже по-русски разговаривает. И я говорю, я спросил у этой подруги, вот, моя дочка нормально? Говорит, да, нормально, общаемся. Вы хотели бы, чтобы они в Америке жили, например, ваши дети? Ну, это не знаю, это, где жить, конечно, это от каждого самого как бы зависит. Я только хочу, чтобы у них было счастье, чтобы они всегда могли делать свои решения в жизни. То есть, если они хотят в Америку, пусть они в Америку. Если в России, тогда в Туве, там, не знаю, это одна, например, она очень любит там быть с котами, там, находиться на Чабанской стоянке, и хорошо. Одна, другая, там, городская. Мне самое главное, что у них было образование и счастье. А счастье везде можно найти, это от самого себя зависит. Конечно, обстоятельства бывают другие в каждой стране, но то есть в каждом месте тоже свои плюсы и минусы. Поэтому пусть у них будет как бы умение делать свои решения, хорошие решения, я всегда буду поддерживать, если решение хорошее. Мне тоже трудно было, вот, мама меня пустить сюда, тоже, я сейчас как родитель знаю, что это нелегкий вопрос.
Но я сейчас замечаю, что вы в разговоре с хакасами говорите даже на хакасском языке. Ну, это просто, понимаете, тоже это приближаемся. Вот у нас там в машине прикол, там Алтай, Кыргыз, Хакас и я, вот как представитель Тувы сидим, разговариваем нормально. Там, ну, это сходство, вот, сходство, да, вот, языков, ну, Хакас, Чер, Това, Чер, это там, но я больше хочу учиться, вот, если в правде сказать. Тоже, с одной стороны, человек думает, что, это похож, и потом уже вот настоящий носитель, послушаешь, ну, как мне сегодня посчастливилось, вот, я сегодня в восторге, и узнаю, что, да, есть, ну, слова, конечно, корень один, очень много там похожих слов есть, но все-таки у языка это там свой, ну... Свои особенности у каждого Да, языка, и когда медленно говоришь, можно, как сказать, это пан-турецкий, можно там как бы не балак, кыз, там, сары, кызыл, там, кук, это все слова, понятные слова, можно такими словами, а когда уже глубже пойдешь, сегодня слушают вот тоже вот хакасский язык, у носителей это мне очень, это, да, я очень отрадно мне вот слушать и именно в такой остановке там живой эпос, это мне очень понравится. Ну вот сейчас вы прослушали несколько человек, вот что-то есть интересное для вас? Да, это, ну, знаете, там это, конечно, молодые, да, вот они молодые, мне очень нравится, что молодые тоже предаются своей культуре, и чтобы у них тоже желание есть. А все, которые я видел, они в будущем очень сильные будут, по-моему, они такие храбрые. Ну, студенты, конечно, опыт мало на сцене, и поэтому, ну, это нормально, растут. А девочка, которая пела, вот, у нее голос шикарный, там, мягкий, это... Я сразу хочу там ее записать и делать альбом для малышей, чтобы они успокоились. Я тоже сидел там, вообще это сразу вот там 9 часов вечером ставить для ребенка. Не, молодцы, это мне нравится, что это до сих пор это у людей есть интерес. И видимо, что есть традиционный, там и еще там люди все-таки, ну, как сказал в начале тоже, я не помню, как его зовут, но вот основатель музея сказал, что это... нет, это из Кыргызстана так сказал, что это... да, это вот Талон Таласхала вот сказал там это... Есть исполнение эпоса, и потом есть эпос должно быть у каждого, то есть каждый должен тоже по-своему, внутри, от души. И видимо, что эти студенты сейчас вот такое чувство тоже рождается. Это мне очень хорошо. Жду еще остальных с нетерпением. Да. Ну, спасибо вам, просто сейчас нужно идти ужинать. Спасибо вам большое. Давайте покушаем.